США хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с нее десятки тысяч фейковых писем. Еще одна страна приступила к испытаниям воздушного такси. Якутяне могут вживую увидеть лучшие разработки технопарка Якутия. Вы смотрите обзор новостей из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Госдеп США нашел очередной повод выразить недовольство действиями России. На этот раз опасения вызвало испытание российской противоспутниковой ракеты. Уничтожение одной из собственных целей привело к образованию космического мусора, который представляет опасность для астронавтов на Международной космической станции, считает США. Испытание противоспутниковой ракеты, проведенное Россией, поставило под угрозу МКС и будет представлять опасность для космической деятельности в течение многих лет, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и ясно демонстрирует, что заявления России о противодействии размещению оружия в космосе являются неискренними и лицемерными. По словам Прайса, противоспутниковая ракета прямого наведения, выпущенная Россией по одному из собственных сателлитов, раздробила его на более чем 1500 фрагментов. Это угрожает интересам всех стран, отметил пресс-секретарь. Россия продемонстрировала намеренное пренебрежение безопасностью и стабильностью, сказал также глава космического командования США генерал Джеймс Диккинсон. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что события показали необходимость закрепить нормы поведения в космосе. Экипажу из 7 человек, 4 американцам, 1 немцу и 2 россиянам было приказано укрыться в пристыкованных капсулах на 2 часа, чтобы в случае необходимости можно было быстро покинуть станцию, сообщила НАСА. Им также было предписано на время задраить люки в нескольких модулях. Противоспутниковые испытания в космосе, впрочем, не являются чем-то новым. США провели первое в 1959 году. Минобороны России пока не прокомментировала ситуацию. Роскосмос сообщил, что экипаж МКС штатно выполняет работу согласно программе полета. В той же США хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с нее десятки тысяч фейковых писем. Цель этих действий – опорочить имя одного из сотрудников ведомства. Не зря говорят, месть – это блюдо, которое подают холодным. Система внешней электронной почты Федерального бюро расследований США подверглась кибератаке, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на британскую организацию Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений. По ее данным, хакеры отправили не менее 100 тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение об атаке на системы адресата, а источником угрозы был назван эксперт ФБР по кибербезопасности Винни Троя. Именно он в 2020 году провел расследование о хакерской группировке Dark Overlord, известной в частности тем, что она выкладывала сериалы в интернет до их официальной премьеры на стриминговых сервисах. Никаких вредоносных программ в сообщениях не было. Эксперты полагают, что целью хакеров было опорочить имя Трои. В ведомстве подтвердили кибератаку, заявив, что она произошла 13 ноября и была связана с рассылкой писем с почты, которая используется для общения с адресатами за пределами ФБР. Секретную информацию по ней не отправляют. В бюро добавили, что скомпрометированное программное обеспечение было оперативно выведено в офлайн. За вами прибыло воздушное такси. Вполне возможно, что очень скоро многие из нас могут услышать подобную фразу. Еще одна сторона приступила к испытаниям такси, похожего на квадрокоптер. Южная Корея в четверг протестировала воздушные такси. В планах Сеула через 3 года начать перевозить пассажиров между крупными аэропортами и центром столицы. Двухместная модель изготовлена немецкой компанией Volocopter. Она оснащена винтами, как у вертолета, для вертикального взлета и посадки. Аппарат может управляться вручную или на автопилоте. По оценкам чиновников, такие услуги помогут сократить время в пути в 3 раза. Мы готовимся к масштабному демонстрационному проекту. Мы планируем провести тестовые испытания до 2024 года и запустить реальный маршрут в столичном регионе в 2025 году. Поездка из международного аэропорта Инчхон в центр Сеула, как ожидается, будет стоить $93. Южнокорейские конструкторы также показали собственную модель такси. Ожидается, что в следующем году пройдут испытательные полеты 5-местной версии машины.
Тем временем японские производители авто стремятся покорить рынок электромобилей. Автогигант Subaru представил свой первый полностью электрический автомобиль Solterra, разработанный при участии Toyota. Японская корпорация Subaru в четверг представила свой первый полностью электрический автомобиль Solterra, результат двухлетнего совместного проекта с крупнейшим акционером компании – Toyota. Запуск спортивного внедорожника происходит на фоне растущего спроса на электромобили. По всему миру государства ужесточают экологические нормы, пытаясь сократить выбросы углекислого газа. Переднеприводная версия Solterra может проехать 530 км на одной зарядке, в то время как полноприводный автомобиль может преодолеть 460 км, утверждают в Subaru. Toyota владеет пятой частью компании, ей же принадлежат 5% акций Mazda. Эта корпорация планирует запустить 13 моделей электрифицированных автомобилей в 2025 году. В России завершается год науки, и, подводя его итоги, стоит отметить, что для Якутии этот год стал по-настоящему знаковым в плане цифровизации и развития IT-технологий. Мой коллега Власий Сергеев собрал воедино главные достижения республики в цифровой сфере. На сегодняшний день доступ к сети интернет имеет 99% населения, а это более 500 населенных пунктов. На территории Якутии построено более 10 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Следует отметить, что Оленёкский и Венкийский национальный район первым в арктической зоне был подключен к оптоволокну. Планируется, что до 2024 года волоконно-оптическими линиями связи будет охвачено 97% территории региона. В республике продолжается интенсивная работа по переводу государственных услуг на электронный формат. Через региональный портал электронных услуг e-yakutia.ru сегодня есть возможность получить 144 государственные услуги и 41 уникальную муниципальную услугу. За 5 лет количество заявок, поданных электронно, возросло от 1,5 до 105 тысяч в год. Планируется, что уже к 2022 году все государственные услуги будут переведены в электронный формат. Продолжается и работа по подключению к сети интернет социально значимых объектов. Так, за прошлый год было подключено 406 единиц, среди которых образовательные учреждения, фельдшерские пункты, пожарные части и другие объекты. За 2021 год к сети должно быть подключено более 600 новых объектов. Цифровизация развивается и в сельской местности. По республике открываются муниципальные IT-центры. На данный момент их 10. В Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском, Мирнинском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском и Кобяйских улусах. К 2024 году количество таких центров планируется увеличить до 17. Вот уже 10-й год в Якутии действует парк высоких технологий «Технопарк Якутия», который обеспечивает необходимой инфраструктурой как уже действующие IT-компании для дальнейшего развития и выхода на внешние рынки, так и начинающих предпринимателей, студентов, которые только пробуют свои идеи и разработки. В республике большое внимание уделяется профориентационной работе. Для реализации задумок и проверки сил в сфере информационных технологий молодых, креативных и инициативных людей уникальной площадкой является конкурс «Моя профессия IT». Он проходит в формате хакатона, марафона по разработке IT-проектов. Во многом благодаря нему за 5 лет существования конкурса количество выпускников, желающих поступить на IT-специальности, увеличилось почти в 3 раза. Конечно же, говоря о цифровизации республики, нельзя не вспомнить такие компании, как Майтона, Индрайвер и Фантастик. Они являются весомой составляющей экономики региона. К примеру, Майтона – один из крупнейших налогоплательщиков города Якутска, а компании, занимающиеся геймдевом, создали более 1000 новых рабочих мест. Ну а уже сегодня у якутян есть возможность своими глазами увидеть лучшие разработки. В музее «Россия. Моя история» открыта выставка, посвященная Году науки и технологий. Представлены ряд инновационных проектов, большая часть из которых придумали и реализовали выпускники и резиденты технопарка «Якутия». Выставка поделена на 3 сектора – производственный кластер, биокластер и IT-сфера. Представлено более 30 проектов, часть из них в виртуальном формате. Поэтому горожане и гости музея смогут смело пройтись по виртуальным экспозициям и погрузиться в мир современных и нанотехнологий. Выставка открыта до 19 декабря.
Это были новости IT. Если видишь нас по телевизору, повтор программы доступен в Инстаграм-аккаунте як24.ру и на одноименном YouTube-канале. Но если смотришь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!